Всем привет, дорогие телезрители! Вы смотрите прямое включение, онлайн-вещание, и передача называется «Летний эфир». Сегодня прекрасное настроение, я думаю, что у вас сегодня первый день рабочий, и у нас интересные гости. Они всегда к нам приходят, и сегодня это не простые гости, а спортсмены и организаторы. Я бы хотел бы их представить. Итак, Семен Адамов, организатор товарищеской встречи по вольной борьбе между борцами США и Республики Саха-Якутия. Добрый день. Добрый день. Также у нас идет Майк Саймонс, руководитель команды США по вольной борьбе, и Кайл Темпл, это тренер, коуч. Дальше идет у нас Сойер Майерс, сидит который рядом с Семеном и покажет несколько выкрутасов. Дерек Керр, а также Боу Кроуфорд и Афанасий Рехлясов, наш переводчик, живущий в Канаде и прибыл сюда, чтобы нам помочь. Большое спасибо, Афанасий. Ну что, дорогие, как у вас настроение? Да, отлично. Семен, расскажи, пожалуйста, по поводу мероприятия. Мы все ждем, и все любители вольной борьбы придут. Обязательно 1 августа. Ага, мероприятие у нас запланировано на 1 августа. Это будет в спорткомплексе «Триумф» в 18:00. Вот, мы обещаем хорошее шоу. Будут певцы, артисты и, собственно, вот эти ребята, которые борцы. Наши. Я знаю, что вход свободный. Любой желающий может прийти. Да, вход свободный, все абсолютно бесплатно. И вот расскажи, Семен, я знаю, что уже проводишь 3-й раз, да, эти встречи в 2011 и 2000... каком году еще, если не ошибаюсь? В 2005 году. В 2005 ты был гидом. Да, я был соорганизатор и гид в И Москве. гид. И в 2017 уже 3-й Да. раз. Ну вот Вот, сколько борцов к нам прилетело? В общем, история у нас такая, ну, довольно простая, да. Мой друг, близкий друг Антон Сафронов, ныне министр инвестиционного развития и предпринимательства, тогда обычный якутский студент, живущий в Америке, отправил мне такого человека, как Майк Клок. Он профессор математики, заслуженный тренер. Ну, вот с ним познакомились, и, в общем, он предложил в 2005 году, когда я был студентом, вот провести такой матч, и просто мне сказал: давай найди в Москве команду борцов, и мы вот организовали, да. Ну, совсем просто началось. Я был как гид, как организатор, переводчик, хотя не знал английского тогда совсем. Вот. И, в общем, официально мы с ним начали только в 2011 году. Вот. Когда я был в Штатах, вот с ним так, ну, встретились в его доме, да, разговорились. И вот у него был юбилей, ну, должен был быть юбилей, там 75 лет, это большое событие для России, да. Вот. И я предложил ему: давай что-нибудь сделаем такое, чтобы заинтересовать и американцев, и ну, вообще, да. Вот. И он сказал: давай сделаем такой проект, ну, как обменный, да. Вот. И вот у нас получился первый приезд наших гостей в 2011 году. Вот. И под руководством Майка Клока и вот Майка Саймонса, директора культурных обменных программ штата Орегон, мы начали этот проект. И вот я бы хотел спросить у Майка, да, с какого года действует обмен? Если я не ошибаюсь, это с 1962 года. Ведь так? The project were started to 1962. Yeah, our project or organization started in 1962, USA Wrestling, and specifically the state of Oregon. And we've been sending teams all around the world. The first team was sent to Japan in 1962. And we've had 4 different teams specifically come to Russia. The first team in 1989, more in the Moscow area. 2005, more in the Moscow area. And then we've sent teams to Yakuts specifically in 2011, and then this year, 2017. So we've had a strong friendship with Sam and the Yakutian people, and it's been our pleasure to host the Yakutian teams 3 times. And this will be our 2nd time coming here as well, and I hope to do it many more times as long as I'm involved with the organization, and hopefully the relationship will stay strong for a long time, and the partnership that we've developed will be something that Майк, goes for a Майк, while. да, Yes. ага, excuse me. И Афанасий, переведите нам полностью. В общем, они все это время
из Штатов отправляли борцов по всему миру. Они первый раз отправили в Японию ребят. После этого в Москву. Is that you were sent the wrestlers to the Moscow in 89 in 89. 2005, yes. В 81 году они первый раз отправили в Москву борцов. После этого второй раз в Россию отправляли вот с Сэмом. И он сказал, то, что у них очень сильно connection. Ну, дружеские отношения. Дружеские да, отношения очень с нашей хорошие. республикой. Да. Очень хорошие отношения. Также я хотел спросить у Кайла физподготовки и система подготовки, получается. About the physical американских training борцов. of the wrestlers. Yeah, in the United States, instead of necessarily having clubs, almost every high school has wrestling in it. And we typically start our training at 6 in the morning, generally with conditioning, weightlifting. Kids take classes in school where they're actually getting that training, and then our actual physical wrestling practices tend to be in the afternoons when they get done taking their classes. Они начинают тренировки с 6 утра, подъем, потом тренировки, push-ups, right, in the morning. And then, после они начинают тренироваться уже практикуют борьбу, и вот так вот целый день. Я знаю, что если возьмем сравнение, потом я еще отдельно спрошу у нашего борца, да, получается, по этому поводу, кто уже боролся с американцами. Я знаю, что американцы физически сильные, да, больше физподготовка. Да, я бы так сказал, то, что они уделяют очень большое внимание вот физической подготовке спортсменов, да. И вот как раз-таки я думаю, то, что примером является вот 17-летний Сойер Майер. 17 лет ему, не скажешь. Да, 17 лет, ну, грубо говоря, 10 класс. И вот он сейчас покажет свою форму, примерно в какой форме находится американский спортсмен. Так, Окей, да. давайте когда мы посмотрим. 1 августа, получается, в Триумфе. Да. Трико специально. 1 августа в Триумфе. Ждем всех гостей. Так, Вот. Сойер И в том сразу числе вот этот раздевается парень. в прямом эфире. Он прекрасно готов. Физически подготовленный парень. Макгрегор целый, смотрите. Смотрите, как... Возьмите, пожалуйста, трико, покажите, как следует. Вот, специально сделали под наш проект, сделали вот флаги сделали хорошенько, да. Мамонт, орел. Все на это вот заказ. символ, да. Вот, и задний это тоже. Отлично. Сэр, покажи, пожалуйста, несколько элементов отжиманий или Yeah, just- Can you do стойку. like Push-ups, just a maybe. push-ups Yeah, and some then push-ups. Он разогревается. Наверное, сейчас будет бороться с кем-то, мне так кажется. И комментарий, Семен, получается. Вот. У американских спортсменов утро начинается с отжиманий, с качалки, вот. Дальше идут уроки и после только борьба. Вот, после идет только борьба. А теперь пускай он может показать свою вот эту стоечку. И стоечку, Опа. то, что он готов. Смотрите, он готов. Вот, он Посмотрите готов, на глаза. примерно вот так. Вот, это их Взгляд стойка. возьмите, взгляд. Это их стойка. Вот. У них несколько отличается борьба, Петя. Ага. Чуть-чуть отличается, но это студенческая борьба, фолк-стайл, другие правила, другое время, баллы тоже по-другому, да? И очень большое внимание уделяет именно вот студенческой борьбе. Вольная борьба и греко-римская у них на 2-м месте. Вот, примерно так. Вот у Сойера я бы хотел бы спросить, можно микрофон? Сойер. А микрофон есть у вас? Вот, Семен, можно передать. Сойер? Тогда микрофон. Да, вот хочу у вас, Сойер, спросить, Афанасий, готовы? По-вашему, какими качествами должен обладать настоящий американский борец? what's the quality have to have the real wrestler? What's the quality? What do you think? What's the quality the real wrestler have to have? Quality a real wrestler has to have is they got to dig deep and find in their heart that they want to win, and they just got to work hard. Wrestling's a grind, Афанасий сразу переводи. and there's no easy way. You can't cheat the podium. It's сразу hard work and переведи. dedication. Упорная тренировка и в глубине сердца должна быть прорыв к победе. Стремление к Стремление победе. к победе, да. Постоянное стремление к победе без даже мысли Проигрыше. о проигрыше. Да. Да, сразу. Победа, Только победа, победа, да. победа. Да, у них Верши характер- И вперед.
настрой серьезный. Ну что, Сэр, спасибо. Так, теперь у наших you, sir. ребят я бы хотел бы спросить. you. Они сидят скромно. И хочу спросить у нашего следующего. Хотел бы у него спросить по поводу Боу Кроуфорд, да, получается, ваша фамилия. Вот ваше впечатление все-таки. Вы первый раз в Якутии. What's the impression here? It's a lot different than America, but the people are very nice and the food's great. Everyone's been super nice. Sam's been helping us out a lot, and I really like it here. Якутск очень нравится, еда очень понравилась, люди очень добрые. Якутскую кухню он пробовал себя? Да, он пробовал. А что именно? Он ел, наверное, ну, оладьи ели мы, кумыс пили. Кумыс? Да, плюс еще саламатом угощали, которые они сказали, то, что похоже на вкус похоже на детскую еду, сказали. А, Саламат наш. Ну и в целом про поддержку Сэма, он сказал. Также у Дерека я бы хотел бы спросить. Дерек, вот интересно узнать, почему именно вольная борьба? Почему не балет, почему не танцы, не брейк? Я знаю, кто-то из вас читает рэп и даже битбоксом занимается. Derek, why wrestling? Why wrestling? Why you choose wrestling? It's the toughest sport in the world, and you know, you got to grind to be the best. And it's a great sport. Teaches you a lot of life lessons and makes you into a better person, and you learn a lot from it. Okay. Очень сложный спорт, этим его не хватает. И ну, в целом вот то, что он трудный спорт, это его интересует больше всего. А кто привел тебя, получается? Отец, мама, может, брат сказал? Who invited Дядя? Who invited me to the wrestling? into wrestling? Yeah, in the wrestling. My father. Father? He Еще раз? Yeah, he was a coach when I was like 2 years old at our high school, and he used to bring me and my older brother, and we'd go out and wrestle around with all the high schooler kids, and they'd mess around with us and everything. So Афанасий, сразу переводите. Его пригласил папа, когда ему было 2 года, он был тренером в школе, он ходил со своим родным братом. Ну что, дорогие наши, большое спасибо. Мы поменяемся. У нас еще немало спортсменов, которые будут рассказывать впечатления, а также будет битбокс и рэп. Никуда не уходите, встретимся через несколько секунд после рекламы. Никуда не уходите. Всем привет! Большое спасибо, что вы не выключаете и не переходите в другой канал, а смотрите Саха-24 на ВК Саха. Программа называется «Летний эфир». Ну что, мы продолжаем, и у нас пополнение. Итак, у нас вот рядом со мной такой рыжий парень. Зовут его Райан Зеллер. Также идет у нас Гевин Джолли. Так, дальше у нас Айтала Конешников. Семена мы помним. Так, дальше идем Адам Лэмп, Ваир Бурцев, Афанасий Рехлясов, ну и Росомаха Логан Мик. Здесь у нас в гостях. Вот такие ребята собрались в летнем эфире. Ну что, наверное, я спрошу Семена у Айтала сразу. Да, впечатление. И нашим телезрителям, я надеюсь, что мы покажем БЗшки, видео, где вы путешествовали, показывали свой, да, получается, свой опыт и брали, конечно же, их опыт. Ну что, Айтал, расскажи свои впечатления. Да, вот первый раз мы поехали в Америку в 2011 году. У нас было, в общем, 2 поездки, я в них двоих участвовал. В 2011 нас очень хорошо встретили, очень тепло. У нас было 4 матчевые встречи, можно сказать. От нас поехала сборная 2-й школы, а у них в каждой матчевой встрече ставили сборные свои 1-й, 2-й номера. Вот наши телезрители вот могут видео, увидеть, как вы Да, вот показывают Америке. видео, как мы были. Нью-Йорке. Это, кажется, со 2-й поездки было. И в 4 матчевых встречах мы у них выиграли. Все было нормально. Потом у нас сложились очень такие дружные отношения, теплые. До сих пор поддерживаем с ними связь, общаемся. Во 2-й поездке я уже, у меня был уже опыт первый. Я поехал как помощник тренера, но в то же время тоже боролся. Уже был опыт выступлений с ними, знал, как с ними бороться. У них техника такая, они на мощь, на физику больше работают, но у нас, мы техничные борцы, по всему миру славимся своей техникой.
Ну, вот так вот. Скромно сказал Айтал. Мгм. Да. Ну, вот так вот у нас. И вот наши друзья к нам опять приехали. Ага. У нас все продолжается. Вот завтра вы можете увидеть, как наши друзья борются, воочию увидите. Всех приглашаем в спорткомплекс «Триумф» в 18:00. Совместное часов. фотографирование будет, если там Общее студенты, фото, легко и да, просто. школьники, студенты захотят познакомиться, может быть, выучить английский, можем все это организовать. Да, может какая-то девушка влюбится в Адама, может Не быть, в исключено, других не американцев. исключено. Не исключено, и улетит в Америку. Улетим. Семен, еще у меня такой вопрос, да? Есть, получается, завтра в «Триумфе» в 6 часов первая встреча. Дальше будет Мегина Кангаласи. Мгм. Вторая встреча А будет, третья встреча, получается? э, В Амге. вторая встреча будет в поселке Нижний Бестях. А, Нижний Бестях. Да, ага. запланировано 4 августа. Вот, ага. В здании, там, зал борьбы, кажется, сказали. Ага. Вот. И дальше едем в Амгу 5 числа 5 числа. и будем там до 8 числа. У нас запланировано матч 6 августа. То есть ребята здесь Амге. почти 2 недели. Ну, как почти я 2 недели, да. Почти 2 недели. Ну что, хочу спросить, наверное, у Ваира, а дальше уже у ребят, наших гостей. Ну что, Ваир, расскажи, пожалуйста, по поводу сравнения. Ты боролся с американцами. Да, я как, ну, в общем, я как спортсмен пробовал бороться с разными борцами, ну, и с Японией, и с И все они Соединенными. различаются, конечно, Да, индивидуальная каждый спортсмен, и техника у каждой страны своя техника, свой стиль борьбы. Республику Саха-Якутия исторически знают борцов как техничных. Мы славимся своей техникой, своей быстротой. А если сравнивать якутскую школу борьбы Да. и борьбу Соединенных Штатов Америки, то Соединенные Штаты Америки, я бы сказал, они очень физически сильные ребята, ну и технично хороши, и физически хороши. Но каждую страну можно подчеркивать, ну, допустим, если Якутию техникой, то Соединенные Штаты я бы подчеркнул бы тем, что они очень физически сильные ребята, духовно очень готовые, морально очень готовые бывают к схватке. В 2011 году на матчевой встрече вот мы пробовали бороться с ними, провели 5 схваток. Ну и я в основном подчеркну то, что они физически очень подготовленные А ты, ребята. получается, когда ты борешься, ты смотришь, с какой он страны, технику. Ты же изучаешь своего соперника, Ваир, правильно? Обязательно, Да. обязательно. В первую очередь смотрим это. Заранее готовимся к схватке, смотрим слабости спортсмена, как можно обмануть его, где можно пройти, как можно баллы нарабатывать, зарабатывать свои баллы, чтобы Вот выиграть. показывают видео этот. Вот видео показывает Семен, расскажите, пожалуйста. А с нашей поездки это было Филсборо, штат Орегон. Вот нас встречали очень тепло, друзья наши встречали. Вот. И, в общем, нам там очень нравится. Это как даже вторая родина, по сути. Потому что штат очень такой гостеприимный, природа шикарная. Если, ну, может быть, зрители помнят, да, то, что фильмы «Сумерки» вот, в основном снимали там. Это вот их природа, их водопады, все. Примерно Ну так. да, я тоже был в Америке, я посмотрел, как люди живут, и природа, и... Вот говорят, да, что у нас дикие медведи, но по правде в Америке они спокойные. И лось, и олени. да. Никто им не мешает, и они не мешают никому. Ага. Ну, шикарно, конечно, природа суперская. Так, ну что, я бы хотел бы спросить у Адама. Адам, Адам, хочу у вас спросить. До эфира мне вот сказали, что вы умеете читать рэп, фристайл, хип-хоп. Вот могли бы сейчас здесь импровизацией что-нибудь продемонстрировать? Возможно? Adam, can you demonstrate your rap skills? Коротко. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Давайте поддержим. Битбокс. Так. The big boss. Опа, ребята стали. Florida born, Oregon raised. Wrestling how I spend most of my days. These you boys and girls getting laid when they ain't even age. What's going on in this world? Are we insane? О, супер, мощь. Адам, ну ты вообще красавчик. Ну вот расскажи, Адам самый большой, сколько килограммов весит? What is your weight? 285 pounds. I believe that's 122 kilograms. 122 килограмма. Так, ну соперники есть против него? Кто будет? Есть, выйдет? да, Кто выйдет соперники сегодня? наши есть. Это Никита Хабаров, он чемпион города Якутска, призер чемпионата республиканских соревнований. Ростом чуть меньше, но наш как бы более коренастый такой. Коренастый, Да, вообще покажет, нормально. покажет.
будет мега крутой бой. Покажет, и мячом. И, да, схватка мощная будет. И вот расскажи, Семен, а кто будет выступать? Имена и фамилии, это надо знать. Выступать из наших будут большие имена. Это Эльшат Агаев на 52 килограмма. Он чемпион, он призер чемпионата России и международного турнира в Казахстане. Плюс будет Никита Валеев, наш тяж тоже. Вот. Плюс будет Максим Толмачев и сын легендарного Маджины, Белолюбский Аял, да? Ага. Аял Белолюбский. Интересно, Вот интересно. такие имена будут. Все мы придем в 6 часов Да. завтра, 1 августа в Триумфе. В Триумфе обязательно. Ну что, я вот на Райана смотрю, он какой-то сегодня усталый чуть-чуть. Улыбнись, смайл, да. Вот Райан очень харизматичный, да. И у меня такой вопрос, не по теме, и, наверное, всем будет интересно. А каким шампунем вы моетесь, Райан? Which shampoo do you use for the hair? Head and shoulders. Old Spice. Old Old Spice Mid. Вот такую рекламу мы сделали, как говорится. Да. Райан, да, все-таки ты такой озорной, веселый. И вот есть у тебя интересные шутки, прибаутки? Вот можешь нам рассказать американский юмор? Can you tell us the American humor? You know, we're pretty funny in America, but most of our jokes are all right. But one of our jokes is Ricky. Так, я уже смеюсь, а так, комментарий? Ну, понятно. Ну, большинство шуток, они очень фрики. Ага. Это значит, Ну что он сказал? Он крикнул. И нашим Фрики. А? Фрики. То есть? Это, Ужасные. плохое, не плохое слово, странноватые. Странноватое слово. Да ну кто понял, тот понял. Да не будем переводить дословно, как говорится. Ну, Райан, и расскажи, пожалуйста, что ты попробовал из якутской кухни, вот интересно. И что понравилось больше всего? What you mostly like in Yakutian food? I really like the borscht and Борщ? yeah, and yeah, pretty much just borscht. It's pretty good. Борщ. Борщ. да. Борщ, понятно. Ну, якутский борщ. Якутский борщ, да, совсем другой. да. Это совсем другой вид. Да, ну спасибо, Райан. А теперь Гевин. Гевин, сразу выйди сюда, и потом я тебе вопрос. Выйди вот сюда в центр. Come on. Can you go to the center and to the Да, back? и сделай сальто нам, как следует. Your backflip. Опа! И еще один раз. One more One more time. One есть, two. И еще третий. Давай, как следует. Отлично. А теперь возьмем микрофон. Браво. Гевин, а как идет вообще подготовка? А? Как идет подготовка у Гевина, спрашиваю? How's the training going on? The training's great. There's a lot of great partners to wrestle with, and everyone's so friendly to us, and everything's great. Тренировки идут очень хорошо. Соперники очень хорошие. Много Вы очень много подружились со находят, многими и ребятами. очень тепло их приняли здесь. И дружат. Спасибо. Ну вот Логан самый-самый скромный. Мы все недавно видели голливудский фильм «Логан», «Росомаха». Да, и вот у нас представитель. И вот, Логан, расскажите, пожалуйста, вы можете себя охарактеризовать двумя словами? Именно как человек. И можно еще как отдельный спортсмен. Двумя словами. Could you characterize yourself in two Быстрые, words? резкие, сильные. Just in two words. Fast, power. Like wrestling. Yeah. Aggressive and powerful. Агрессивный и сильный. Опа! Как спортсмен. Экспрессивный, да? Агрессивный и сильный. Ну что, дорогие наши телезрители, у нас очень мало времени. Мы никуда не торопимся, а все приходим завтра, 1 августа, в Триумф, в 18:00. Всех ждем, получается. Да, все всех приходите, ждем. бесплатный вход. Ну что, ребята, большое спасибо, удачи вам, покажите настоящие схватки. А мы встретимся через несколько дней. Всего доброго!